Бир канча күндөн бери социалдык тармактарда Конституциялык палатанын судьясы Жедигер Салаевдин кызы Элзат Жедигерова менен Айзат Дастанова аттуу кыздын ортосунда болгон окуя кызуу талкууга алынууда. Маалыматка караганда окуя өсүздөгү жылдын 30 апрелинде Бишкектеги кинотеатрлардын биринде болгон. Анда Элзат Жедигерова дос кызы экөө кинотеатрга барып, ал жакта Айзат Дастанова менен орун талашууга кетишкен. Окуянын чоо жайын билүү үчүн эки тараптын оюн угуп көрүүнү туура көрдүк. На самом деле я 95-го года, и как пишут в соцсетях, мне не 24 года, мне 20 лет. И действительно, в тот день, 30 апреля, я со своей подружкой Акжолтой пошли в кинотеатр Бишкек Парк, купили вот эти самые билеты, где написано 5-й ряд, 10-11 места. И по выложенному в интернет видео видно, как мы со своей подружкой Акжолтой идем к своим местам, 5-му ряду, 10-му, 11-му месту. Когда мы подошли в это место, то увидели то, что на 11-м месте лежат сумки, а на 9-м месте сидит Дастанова Айзат. Но когда я подошла, я хотела просто перенести эти сумки. Дастанова Айзат вырвала сумки из моих рук и стала нецензурно выражаться. Стала говорить, что это ее место, и что на 10-м месте должна сидеть ее сестренка Эльзат. На что я ответила, что вот мои билеты, и это наше законное купленное место, на что она стала очень грубо, нецензурно выражаться в мою сторону, и в ходе словесной перепалки у нас началась драка. И в момент драки администратор и зрители, которые другие сидели в зале, они подбежали, стали нас разнимать. Когда нас уже вывели в холл, как только я перешагнула за дверь, Дастанова Айзат схватилась за мои волосы. У меня до сих пор здесь есть, вот, если видно, нет, то у меня до сих пор здесь есть клочок вырватый, лысина, которая за 2 месяца до сих пор не выросла. Она вырвала мой клочок волос и царапала все мое лицо, пинала меня в пах. Все это видели. И нас стали разнимать вот эти сотрудники кинотеатра. В этот момент моя подруга Акжолтой разнимала нас. И пока драка шла, подбежала ее сестренка Эльзат и стала тоже избивать меня, помогая своей сестре. В итоге нас разняли, и администратор пустил их обратно смотреть кино, а нас не пустил. На вопрос администратору, почему вы их пускаете без билетов, а нас не пускаете, администратор просто проигнорировал и сказал, что хотите, то делайте, кого хотите, того вызывайте. В ходе следствия причиной ее неадекватного поведения администратора было выявлено. Оказалось, что она знакомая Дастановой Айзат, и что подруга Дастановой Айзат работает в этом кинотеатре. И поэтому их можно пускать без билетов. Вот. Я вызвала милицию. Пока милиция ехала, охранники Бишкек парка вывели Дастанову Айзат и Эльзат из зала. И нас отвели в кабинет участкового, который находится на 0-м этаже Бишкек парка. В кабинете Дастанова Айзат стала звонить своему парню. Вскоре приехал ее парень и стал предлагать мне 2000 сомов, чтобы я не писала заявление. На что я отказалась, и все мы поехали в РОВД. После судмедэкспертизы я поехала домой, и отходя от шока, я стала чувствовать сильное головокружение и тошноту. На следующее утро меня положили в больницу, в реанимацию. Я пролежала 10 дней в больнице. В течение 10 дней, когда я лежала в больнице, Дастанова Айзат, ее сестренка Эльзат и еще одна их подруга пришла ко мне. Пришли втроем ко мне в палату ночью, когда все уже собирались спать. И стали предлагать мне деньги, чтобы я забрала свое заявление. Как выяснилось, сестренка Дастанова Айзат по имени Эльзат, она была беременна на 3-м сроке, на 3-м месяце, и скоро у нее должна была состояться свадьба. И перед свадьбой они не хотели проходить судебный процесс, и как можно быстрее хотели закрыть это дело с помощью денег. И стали предлагать мне деньги. Я вошла в положение сестренки Дастановой Айзат и согласилась на это, сказала, хорошо, оплатите мои больничные расходы тогда. На что потом я озвучила сумму, на что что эта сумма их просто не устроила.
И Дастанова Айзат стала шантажировать меня тем, что у нее тоже отец непростой человек, и она знает, кем работает мой отец. И если я не заберу свое заявление, то она выложит все эти фотографии моего отца и испортит его репутацию. После чего я сказала: при чем тут твой отец и мой отец? Это лично между нами дело, между тобой и мной, между твоей сестренкой Эльзат и между моей подружкой. На что она просто промолчала, и все трое просто вышли из моей палаты. Кинотеатрға барып, сестренкам сумкасын жанындағы креслоға таштап шығып кеткен. Креслоға шығып кетіп, уже фильм бір 10 минуттан ашық болып жатқан. Эки қыз келет. Жанындағы қыздар мені бірінші ұрышып баштайды. Мен көңіл бұрған емеспін кино көріп отырып. Бұрылып қарасам, сестренкамның сумкасының қолына қармап тұр. Мен айттым, бизнес сумка деп, она сумка, короче, кинула в мою сторону. Я ее пыталась успокоить. Весь зал говорил, там, девушка, успокойтесь. Она была очень агрессивная. Вроде и не выпившая, вроде нормальная. Я не знаю, в чем эта агрессия проявлялась. Швырнула сумку, после чего я попросила подобрать сумку. Она сказала, что я пришла в кинотеатр, когда она пришла, хотя я ее вообще не знаю. Потом у нас, получается, они начали материться очень нецензурными словами, кинули в мою сторону бутылку. Потом хотела только встать, вторая ее подруга, Сагынбекова Акжолтой ее вроде зовут, обратно за плечи меня посадила, и вот Джедигерова Эльзат начала меня бить. У нас произошла драка, разнимали мальчики, прибежали администраторы, контролерши, вывели нас в холл. Последняя самая выходила я, так как осталось собирать сумки, куртки у нас были. Сестренки до сих пор не было. Я собрала сумки, куртки, только вышла в холл, после чего эти две девочки на меня обратно накинулись. То, что я им не нанесла телесные повреждения, я не могу сказать. Я, да, защищалась. Но все время нас разнимала, между нами, получается, так стоял администратор, нас разнимал. И ей тоже, получается, они хотели меня ударить, и ее пару раз ударили, и ногти сломали. Прибежал парень, начал разнимать. Все, короче, оттаскивали их, они не успокаивались, матерились ужасно. После чего они начали кричать, чтобы им вернули деньги за билеты. Администратор отказался, сказал, вы мало того, что здесь избили, так еще будете деньги за билеты требовать. Потом они матерились. Администратор сказал, если вы хотите продолжить смотреть фильм, можете зайти, спокойно продолжить. Если не будете успокаиваться, мы вас не пустим. Так как мы спокойно стояли, она нас запустила обратно. Как раз пришла в этот момент сестренка, спросила, что случилось. Я ее, короче, оттащила, чтобы тоже опять дальше больше ничего не случилось. Мы обратно зашли, продолжили фильм смотреть. Там дальше что происходило, я не знаю. После чего, оказывается, администратор отказывался, они сказали, что вызовут милицию. Милиция приехала, начала уточнять, что случилось. В конце выяснилось, что драка. Спросили, где эти девочки сидят, а мы сидели в зале, никуда не убегали. Пришли участковые, сказали, чтобы мы с ними прошли. Прошли с ними, эти девочки уже начали писать заявление на нас. В ответ я тоже села, потому что я была пострадавшей, я тоже написала заявление в тот же день, получается. Потом нас забрали в Первомайское РОВД. До этого она сидела, я говорю, что вам от меня надо? Говорю, вы избили, еще пишете заявление. Говорю, давайте здесь разойдемся. Они этого не захотели, захотели моральный ущерб в размере 5000 сомов. Я отказалась, приехал мой брат как раз, он с этими девочками поговорил, они от него уже требовали $200. Он тоже возмутился, отказался, тем более я ему, администратор кинозала сразу отправил участковым видео, он посмотрел видео, просто в шоке был. Только я вышла с кабинета, уже приехал ее отец и мама, получается. Отец был выпившим, от него был перегар, он начал орать на нас, накидывался, говорил, что я тебя посажу, убить тебе мало, короче, что ты с моей девочкой сделал. На самом деле, они-то всю драку, я не знаю, как они, девочки, ему рассказали, возможно, он был не оповещен, ему совсем по-другому рассказали, поэтому у него такая агрессия проявилась, я не знаю. Говорю, что меня посадят.
Пытались мы с ним поговорить, с ним невозможно было разговаривать, он начал раскидываться своей визиткой, следователю начал кидать, и всем, кому только можно, вроде говорил, кто я такой, вы знаете. Потом нас обратно забрали от него, обратно в кабинет посадили. Я не легла в больницу. В этот же день моя мама, услышав это, попала в больницу, так как ей было плохо. И я не хотела сюда своих родителей вмешивать, и по этой причине я не легла в больницу. Плюс еще по финансовой причине. Эта девочка пошла, сразу легла в спецбольницу при президенте. Потом я должна была на заработки улететь. У меня был контракт подписан на 2 года. Как раз осталось до моего вылета 3 дня. Я совершенно знала, я думала, что это уже длилось, это уже очень долго. Я пошла к этой девочке извиняться. Я знала, что не виновата. Просто я хотела, чтобы она извинилась, я извинилась, и чтобы мы на этом разошлись, потому что я уже не могла таскаться, мне нужно было лететь. Я пришла, я с девочки сказала, давай что будем вот так по больницам ходить, одна другая по РОВД, и вот так это будет еще месяца 5-6 длиться. На что она сказала, хорошо, я заберу заявление, ты заберешь заявление, если ты, говорит, оплатишь, говорит, моральную компенсацию. Плюс еще начала говорить, чтобы я заплатила за ее там больницу. Я говорю, сколько надо? Она говорит, ты знаешь, мое лечение здесь сколько стоит? Ты минимум, говорит, за мое лечение заплатишь 50 тысяч. Плюс, говорит, каждый из нас, вот их же было 2, я была одна, каждый, говорит, из нас по 60 тысяч заплатишь, и мы на этом разойдемся. Я была, конечно, против. Я говорю, ты же сама виновата, вы же вдвоем все начали. Я сейчас иду на примирение, и вы сейчас от меня требуете деньги. Я вот с такими словами просто ушла, потому что я поняла, что с ними. Так у меня контракт мой сгорел, я осталась. Потом нас в субботу вызвали, 18 числа. Мы приехали утром. Этих девочек не было. Адвокат спросил, где эти девочки, что будет очная ставка. Ну, в качестве там допроса, что ли. Он говорит, все, насчет этих девочек дело прекратили. Хотя у них не было ни доказательств, ничего не было. Говорит, насчет этих девочек дело прекратили, все закрыли. И в качестве подозреваемого, что я было ужасно, мне было обидно, что нет никакой справедливости. Я плакала, там, меня трясло, мне было плохо, меня вытащили, посадили в коридоре, чтобы я в себя пришла. Бул окуя тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгына кайрылганыбызда иш тергелип жатканын билдиришти.